Добре, Борис. Дивіться, я не знаю, знаєте ви мене чи ні, я представляю Українську спілку блогерів. Борис, скажіть, будь ласка, от за цей тиждень, який пройшов, я не побачив жодних зрушень. Ось. Ну ви більше... А зрушень? На жаль, зрушень і не могло бути, тому що позиція правоохоронних органів Офісу Президента і РНБО не змінюється. Взагалі. От вони стоять на тому, що всі винні і в адміністративному порядку, значить, їх покарали. Вітаю, шановні глядачі каналу. З нами на зв'язку Борис Захаров, правозахисник, директор фонду «Людина і право». Правильно я вас представив, Борис? Доброго дня, абсолютно. Доброго дня ще раз, Борис. Дивіться, уже ми слідкували за цими подіями, і ви розповідали про ці події, які відбуваються вже тиждень. Ось, на що б ви хотіли зараз, якісь є новини з того, що відбувається, з вашої точки зору? Ви бачите якісь зміни чи не бачите? З вашого дозволу я буду говорити російською мовою для кавказьких каналів. Для мене розуміли мешканці Кавказу, яких це безпосередньо стосується, які живуть в різних куточках світу. Значить, я никаких не вижу никакого продвижения в решении данного вопроса, переговорах, медиации, так сказать, поскольку и офис президента, и РНБО, и правоохранительные органы уперто говорят, что эти люди, так называемые уголовные авторитеты или так называемые воры в законе, подлежат наказанию, фактически. Подлежат санкциям, которые фактически являются наказанием. Почему они фактически являются наказанием? Вообще-то санкции – это совершенно другой механизм. Санкции – это международно-правовой механизм политического характера, который применяет одно государство к другому государству, его физическим и юридическим лицам, чтобы обеспечить противостояние враждебному влиянию этого государства, потому что других способов нет. Также это может касаться не только государства, а каких-то квазигосударственных образований или террористических групп. То есть это может введено быть там против каких-то террористических организаций, физических и юридических лиц, занимающихся террористической деятельностью или финансированием терроризма. Ну и который находится вне предела юрисдикции определенной страны. Я вот хотел обратить внимание, что у нас это несет абсолютно другой характер. Это не санкции, это наказание. И так международные суды, в том числе Европейский суд по правам человека, и будет расценивать данные действия. Потому что данные люди все находятся под юрисдикцией государства Украины. Правосудие может до них дотянуться. Правосудие, то есть если они в чем-то провинились, нарушили как-то закон, то их можно привлекать к уголовной ответственности. Они должны предстать перед судом. Каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Они имеют право на защиту. Они имеют право на то, чтобы в деталях знать, в чем их обвиняют. Они лишены всех этих прав. То есть их фактически наказали, потому что такие репрессивные меры, которые фактически лишение права собственности, блокировка всех активов, лишение всех документов, которые узаконивают их пребывание на территории Украины, блокировка всех операций. То есть они даже вот хотят, например, подать в суд на указ президента. Они не могут оплатить судебный сбор, потому что они приходят в банк платить судебный сбор, говорят: ребята, вы не можете заплатить судебный сбор, вам запрещено проводить операции.
То есть они лишены всех прав. Как мой отец сказал, Евгений Захаров. И бьют, и плакать не дают. Да. Вот. И с точки зрения Европейского суда по правам человека, данные репрессивные механизмы, они будут рассматриваться не как обеспечительные меры, а именно как наказание. Это наказание вне суда. То есть нарушен принцип и презумпции невиновности, то, о чем я говорил, что касается суда, установленного законом, и узнать, в чем их обвиняют, каждый имеет право. Эти все принципы права нарушены, этих всех гарантий нет. Право на защиту тоже. 6-я статья Европейской конвенции. Далее, их фактически наказывают не на основании закона. Потому что в законе про санкции, во-первых, о гражданах ничего не говорится, а там есть все-таки несколько десятков граждан Украины в этом списке. Так? Во-вторых, они находятся под юрисдикцией Украины, эти люди, проживают законно на территории Украины, а их карают так, как будто бы они где-то скрываются заочно. Это не соответствует и самому закону про санкции. И таким образом это абсолютно незаконно. Тут нарушена и статья 7 Европейской конвенции. Никакого наказания без закона. Стаття 6, стаття 7, стаття 8 втручання в приватне життя, приватне та сімейне життя. Вот. Там многие люди, ну, во-первых, страдает их репутация, и таким образом происходит втручание в приватное життя. Во-вторых, у многих есть семьи, эти семьи разрывают, потому что людей выдворяют, а их жены, дети, которые являются гражданами Украины, остаются здесь. Таким образом, грубо нарушается их право на невмешательство в семейную жизнь. Они фактически лишены права на защиту. Это 13-я статья Европейской конвенции. Далее можно говорить о массовой дискриминации, потому что речь идет во всех этих кейсах о чеченцах, ингушах, дагестанцах, грузинах, армянах, азербайджанцах. Все они жители Кавказа. Это массовая высылка кавказцев. Это не имея в виду батальона, а других представителей, проживающих. Представителей. Я говорю не только я говорю в целом о санкциях. Мы пойдем от большого к малому, так сказать. Это как в 2008 году, когда была война в Грузии, депортировали людей. Это известное дело межгосударственное, Грузия против России. И Россия его проиграла. И это 4-я статья 4-го протокола, которая запрещает массовую высылку иностранцев. И это, кстати, международный скандал, потому что это такая акция, это грубейшее нарушение международного права. Борис, можно вопрос? Но наши власти, они этого всего не понимают, законов они не читали, у них офис простых решений, они решили царским указом, лишить людей прав, без суда и следствия. Борис, скажите, пожалуйста, вот это мы уже знаем, и на это и вы в том числе, и другие правозащитники, и другие блогеры, и журналисты, и политологи обращали внимание и уже, больше недели, да? А есть, я хотел бы у вас спросить, как у юриста, да, как у профессионала, а есть какие-то документальные обращения к офису президента, может быть, к прокуратуре, к Службе безпеки Украины, какие-то запыты, которые оформлены документально? Есть такие бумаги, какие-то документы? Безусловно, есть запыты народных депутатов. И адвокатские запросы, и запросы народных депутатов.
Вот. Борис, вы собираетесь Еще контрабандистам по санкциям против так называемых контрабандистов было заявление правозащитных организаций, но фактически оно осталось без внимания властей. То есть власти просто игнорировали заявление правозащитников, хотя оно имело достаточно большой резонанс. А далее мы, я уверен, будем дальше делать заявления и не только, а обращаться к дипломатам и к международным организациям. Совету Европы, Генеральному секретарю Совета Европы, Парламентскую ассамблею Совета Европы, в Евросоюз и другим международным организациям. Комитет по правам человека ООН. Борис, скажите, пожалуйста, если надо какая-то общественная резонанс, например, подписать эти документы или обратиться к зрителям, чтобы они приняли активное участие. Вот, например, на сайте президента есть там отдел петиций, да? Может петицию написать президенту, чтобы он рассмотрел, пересмотрел. Или как вы считаете, как правильно вот сделать в данной ситуации именно в письменных обращениях? У меня нет уверенности, что петиционный механизм именно к президенту будет иметь эффект. Хотя можно попробовать. Мне кажется, что тут нужно действовать, так как на медиацию пока они не откликаются, и активных действий они тоже не предпринимают. У меня такое впечатление, что они хотят приспать бдительность, что мы поорем, замолчим, и тогда они придут к действию. Да. Уже на этой стадии нужно начинать протестные действия. Надо переходить к организации протестных акций, это раз. И второе, нужно обратить внимание наших западных партнеров на недопустимые нарушения прав человека. Тогда это может иметь эффект. Борис, хочу... Законные, переговорные, все эти механизмы, они пока успеха не приносят. Может быть, они приносят успех в том смысле, что власти не переходят к активным действиям, к задержаниям, выдворением. Еще неизвестно, какой именно механизм выдворения они будут применять, так как именно принудительное выдворение это у нас судебный механизм. Но они судебных механизмов наши власти боятся как огня, потому что это длительный процесс, вмешательство адвокатов, вмешательство правозащитных организаций. Им проще мешок на голову в багажник машины и вывезти куда-нибудь. По-российски. Борис. У нас тоже так делают. Вот в чем проблема. Это у них называется так примусове повернення в супроводі, что абсолютно незаконно. Они Борис, у меня вопрос. Человека и вывозят его в транзитную зону или передают... Как выдали грузин, когда выдавали грузин. Да. Борис, скажите, если же вот против бойцов батальона они включены в список, санкционный список, и их попробуют выдворить, да, грузин еще можно было в Грузию отправить, чеченских бойцов, чья страна оккупированная, находится под оккупацией, полной оккупацией России, их куда будут, как вы думаете? Потому что с таким бэкграундом их уже не примет ни одна страна, а в России их ждет неминуемые пытки и вероятная смерть. Да. Значит, что касается, там очень большое количество именно граждан Российской Федерации. И среди них есть, во-первых, бойцы, 5 бойцов, 4 батальона шейха Мансура и 1 боец батальона Крым. Кроме того, есть еще ряд беженцев, которых преследуют в России. И им тоже угрожает расправа в России. Да. Их пытаются вытолкнуть. То есть передают такие сигналы правоохранительные органы. Пусть, мол, уезжают в третью безопасную страну. И все. Но дело в том, что так как они находятся в санкционном списке, и репутация, так бы мовити, их испорчена полностью этими санкционными списками, они считаются уже террористами,
там, преступниками, ворами в законе, уголовными авторитетами и так далее, то по этой причине их никакая страна не примет. Но если даже примет, то им угрожает выдача в Россию. Статус беженца с такой биографией как бы не дают. Поэтому действительно таким путем или иным путем им угрожает выдача именно в страну происхождения, в России. Борис, я хотел бы, вот я вчера Чайгозу говорил, докладывал, да, я сейчас на сайте президента Украины, и в пятницу было заседание Ради национальной безпеки. И по итогам этого заседания Зеленский вышел и сказал, я сейчас прочитаю просто буквально один абзац нашего разговора, то, что касается именно нашего разговора. Перш за все, дослівно, от цитата, перш за все, результати виконання попередніх рішень РНБО, а саме санкцій щодо злодіїв у законі та кримінальних авторитетів. За 3 тижні 6 злодіям у законі оголошено підозру, 12 видворено за межі України, інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу. Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні. Крім того, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів, третину видворено з України. Інші очікують завершення процедури видворення або перебувають під слідством. У решти скасовані документи на проживання в Україні, і це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди. Кінець цитати. Я навіть не знаю, Зеленський, мабуть, зовсім до нього ці дзвіночки не дійшли, він зовсім не знає, що відбувається, чи як? Я думаю, что он не знает, что происходит. А он хочет показать, что он царь, он является законом в этой стране. Суды не работают, все не работает, а я работаю. Это чистый популизм. Он таким образом показывает народу, что он власть, он закон, и он будет бороться с криминалитетом. Вот и все. Это и есть его цель. Цель этих санкций для Зеленского, именно для него. Угу. Это дешевый популизм. Борис, тогда один вопрос. Если выдадут бойцов, и они уже 7 лет находятся на передовой, много информации владеют, в том числе военной, и репутационный ущерб будет нанесен Украине, как вы расцениваете и репутационный ущерб, и вот то, что люди, как минимум, знают имена, позывные, дислокацию, 7 лет, это же с первых дней, грубо говоря. И как вы считаете, как сильно это нанесет урон национальной безопасности Украины? Но я считаю, что это предательство и позор. Я другими словами это описать не могу. Репутационный ущерб будет колоссальный. Борис. А еще это преступление. Да. То есть вообще действия Зеленского и РНБО, всех причастных к этим действиям, могут квалифицироваться как узурпация власти, потому что они подменяют административными решениями судебные решения фактически, подменяют суд исполнительной властью. А это узурпация власти, так как у нас есть независимый суд, судебная ветвь власти, которая фактически тут не работает, а они принимают как бы внесудебные решения вместо суда. Борис, спасибо, что обратили внимание на эту тему, потому что мы тоже, вот блогеры, на это обратили внимание, и я обратил внимание, знаете еще на что? Что на России там есть Совет национальной безопасности, возглавляемый Путиным, так званое Политбюро, которое принимает аналогичные решения и руководит страной. И у меня такое ощущение, что Зеленский сейчас просто копирует Путина. Вот как маленький карлик копирует другого карлика и просто копирует его шаги, его действия. Вот Путин создал это Политбюро, Совет национальной безопасности, и ставят перед фактом Государственную Думу, там, суды, парламент в России и всех
просто решает вот эта кучка людей. И то же самое происходит у нас в Украине. Зеленскому это понравилось, он первый раз что-то сделал, люди вроде посмотрели, молодец, пускай работает. И не будет ли, не выглядит ли это для нас с вами боком? Потому что мы строим гражданское общество, а на наших глазах получается, ну, де-факто, вот как вы сказали, узурпация власти. Я думаю, что тут ситуация даже хуже. Вообще-то, Украина, безусловно, страна свободная, демократическая, только тут такая дикая демократия, знаете. Бывает такое, что как на Диком Западе захватывает какой-то шериф со своей бандой какую-то область, а тут вот Зеленский со своей бандой захватил всю страну. И пытаются устанавливать свои порядки. Ну, какие-то дикие отношения абсолютно. Но, видите, мы можем выходить на площади, на Майданы, у нас есть свободный протест, свобода слова. В Белоруссии и в России так не выйдешь. И свое слово не скажешь. Но вот эта вот акция с санкциями, и это Политбюро, вот это РНБО, так называемое, да, это даже хуже, чем Политбюро Путина, потому что там, где преследуют в России политические преследования, преследуют неугодных режимов, в том числе украинских политзаключенных, крымских татар, там есть номинальные суды. Оккупационные суды, пусть номинальные, пусть им пишут решения, то есть говорят, какое решение принять и так далее. Но там есть имитация судебного процесса, там есть защита, есть обвинение, есть какой-никакой незаконный, зависимый, но суд. И даже в таком суде, могут быть хоть какие-то изменения, могут там дать меньший срок, или где-то могут даже выпустить, или можно как-то защититься, или можно с помощью каких-то крючков юридических что-то сделать, или можно, исчерпав национальные механизмы, обратиться в Европейский суд по правам человека. Ну, есть масса механизмов, но есть хотя бы эффективный, но суд. Суд преследования без суда. Такого нет даже в Беларуси и в России. Да. Судя по тому, что сказал Зеленский... Скажите, пожалуйста, вы планируете сейчас как правозащитники и как патриоты какие-нибудь акции, какие-нибудь конференции, пресс-конференции по этому поводу? Сейчас будем готовить решение, потом выйдем на брифинг. Я думаю, это в конце этой недели будет. Может быть, в начале следующей. Сейчас посмотрим. И обязательно будем обращаться к международным организациям. Отлично. Борис, я со своей стороны, как представитель Украинской спилки блогеров, и вот Сергей Иванович, мы это обсуждали, мы готовы представить вам полностью наше время, готовы транслировать вас, говорить о вас. Я сам, как представитель правозащитной организации, немецкой правозащитной организации, также готов всячески содействовать и принимать активное участие. Спасибо вам большое. Дякую. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Борис, за интервью. Спасибо. Удачи вам. До свидания. Тоже удачи. До свидания. Всего доброго. Ну...